Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. С кем совсем скоро сведет вас судьба? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои милые, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Так, ну давайте пойдем по порядку. Вот крест. Крест достаточно тяжелый, мощный. Выпал на вашу долю как тяжелое испытание, либо тяжелая ноша, которую вы сейчас вот сама несете, да, как будто бы никто не помогает. Но это сложные обстоятельства в жизни, либо даже какие-то трагические моменты, которые вы пережили. Смотрите, судьба сведет вас с мужчиной, который поможет вам этот крест со спины снять, да, как получить облегчение, избавление от этого тяжелого креста. Вы все разные. У одних, например, отыграет мужчина, который станет не только вот помощником, верным другом, но и любимым человеком. У других мужчина как учитель-наставник, да, который помогает, исцеляет душу и тело какими-то действиями, поддержкой, опять же, возвращает вас к жизни. Идет очень мудрый, умудренный жизнью, жизненным опытом человек. Человек, который видел то, что другие не видели. Человек, который он на каком-то, знаете, интуитивном уровне читает людей. Человек, который про вас, ну вот буквально один раз на вас посмотрит и будет все про вас знать. Вам очень комфортно будет с этим человеком и общаться, и что-то вместе делать, и просто сидеть и молчать. Прям вижу, что снимет с вас этот тяжелый черный крест, и вам легко станет. Опять же, если мужчина ваш служен ряженый, то, девчоночки, вы сразу поймете, вы его ощутите. Если человек, например, как психолог, либо действительно умудренный жизнью человек, да, с хорошими дельными советами, помощью, вы тоже очень обрадуетесь этому, потому что такой человек, такой друг, да, вам очень нужен, необходим просто. Но вижу, что крест с вас снимут. Еще женщину показывают в центре, как новая подруга у вас появится. Женщина влево сейчас смотрит. Возможно, вы эту женщину уже видели, либо, возможно, вы с этой женщиной общаетесь, но не общаетесь в дружеском формате. Да? Может быть, там, по работе общаетесь, может, там, по соседству как-то пообщались. Но между вами пока нет дружбы. Вижу ситуацию, которая вас очень сильно сблизит. Как-то в один момент все произойдет. То ли она вам в чем-то поможет, то ли вы чем-то поможете. Но вот вижу один день, который вас прям вот соединяет. Вы как-то с ней то ли разговоритесь, то ли что-то начнете обсуждать. И поймете, что вы очень похожи, что вы в одинаковом ключе думаете, что у вас мысли сходятся, что вы, возможно, не знаю, там, в одном и том же месте там, родились, выросли. Да, какое-то общее между вами появляется. Женщина мне идет по возрасту старше, чем вы, либо женщина с более высоким статусом, чем вы, да, может быть, она там богатенькая, ну, либо очень успешная. Ну, прям вы с ней подружками станете, очень близкими подружками. Эта женщина, она очень щедрая. Вот не пойму, в чем ее щедрость. У одних отыграет, может быть, она вам там подарки хорошие будет дарить. Может быть, ей для вас ничего не жалко будет. Может быть, там, сердце перед вами свое откроет. Либо, может быть, вам действительно чем-то вот конкретным поможет.
там, допустим, вам жить негде, а у нее там свободная квартира есть, да, даже в таком ключе отыграть, либо на работу вас к себе возьмет, либо повышение вам даст. Ну, прям очень много она для вас делает, и вы ей будете чрезмерно благодарны. Ну, правда, вот для вас ни одна другая подруга столько не делала, сколько сделает эта женщина. Так, здесь мужчина на чем-то таком стрёмном, извините за слово, но прям не могу понять, что это. Какой-то вид транспорта, ну прям совсем то ли старенький, то ли какая-то сборная солянка, что-то мененное, перемененное, битое, перебитое, ремонтированное. Прям совсем плохой вид транспорта. И вот этот мужчина как олицетворение каких-то ваших ошибок молодости. Вот в таком ключе. С этим мужчиной вы случайно как-то пересечетесь. Возможно, вы об этом мужчине как-то думали, что вот, если бы, да кабы, может быть, там могло бы все получиться, может быть, это я виновата, что я там была вспыльчивая, либо какая-то там не такая. Вам судьба этого мужчину просто вот приведет, покажет, скажет: смотри, вот, о ком ты думаешь, о ком ты вспоминаешь, о ком ты сожалеешь. Вы посмотрите на этого мужчину, вам аж противно станет, вы скажете: фу, какая гадость. Тот мужчина либо спился, либо еще что похуже, может быть, даже отсидел, но прям совсем страшненький будет, такой измученный жизнью. Вы посмотрите, вам аж плохо станет, скажете: ой, нет, что это я, да? Как хорошо, что мы не вместе, как хорошо, что мы расстались, и я себе такой бы судьбы не желала. Он как будто бы судьба покажет, во что он превратился. А если, например, этот мужчина в свое время к другой женщине ушел, то когда вы его увидите, вы скажете: слава Богу, что ты ушел от меня к другой женщине, а то бы мне пришлось бы с тобой вот таким там алкашом, либо сидельцем, да, вместе век коротать, и еще непонятно, что бы из этого всего вышло. Вам покажут ваше прошлое, но в сегодняшнем дне, да, во что превратился этот человек. И даже если у вас и были какие-то вопросы, да, к своему прошлому, сразу напрочь отпадут. Скажете: фу-фу-фу, чур меня чур. Еще вижу встречу, кратковременную встречу, ну вот как случайное шапошное знакомство, но с очень серьезными последствиями. То есть не могу сказать, при каких обстоятельствах, но вижу, что с кем-то вы встретитесь, о чем-то там обмолвитесь, о каких-то, может быть, своих там проблемах, о своей сложной ситуации. И человек скажет: я знаю, как решить, либо я знаю того, кто может решить. Вам как будто бы какой-то важный либо нужный контакт дадут. Вот. Этим контактом вы будете пользоваться. И, в принципе, все у вас сложится, все получится. Может быть, даже вплоть до того, что вы где-то в транспорте будете ехать, там кто-то будет о чем-то разговаривать, поймете, что это тоже ваша тема, вы обратитесь там за помощью, за советом. Человек вам окажет помощь, посоветует, либо действительно нужными контактами поделится. Ну, прям как говорят, на ловца и зверь бежит, да? Такая картинка показана. Так, еще судьба ведет к вам человека, который перед вами шляпу снимает. Видите? Снимает шляпу и еще наполняет ваш карман. Ну, я так понимаю, что это какой-то работодатель, либо, может быть, даже бизнес-партнер. И так может отыграться. Человек, который действительно оценит вас по достоинству, по справедливости. Человек, который захочет, например, вас там проспонсировать, да, вложиться в ваше дело. Либо будет предлагать вам сотрудничество, работу на себя, например, в своей компании. Ну, шляпу снимает, с уважением относится. Опять же, карман вам набивает. То есть щедро будет вам платить за ваш труд, за вашу работу. Ну, либо щедро будет вкладываться в ваше дело, в ваш бизнес. Человек, который будет к вам испытывать не только чувство глубокого там, уважения, признания, но еще и какую-то очень личную симпатию, которую он будет от вас скрывать. То есть я так понимаю, что вы очень понравитесь. Да? Понравитесь, например, как женщина. Там желание, может быть, появится. Но человек будет это скрывать, и вы никогда от этого человека не узнаете об его чувствах, об его желаниях. Ну, возможно, человек не свободен, возможно, вы будете не свободны, вернее, вы и есть не свободны.
но у каждого ведь по-своему отыграется. Но человек на вас претендовать не будет. Будет любить вас там тихо, молча, сам собой. Вот. Но при этом будет очень здорово помогать и, опять же, с большим уважением, с почетом. Опять же, ценить вас будет, да? Отношение такое особенное к вам. Вы прям почувствуете, что вы действительно уникальная, да, потому что этот мужчина будет к вам так относиться. Но для вас это предложение будет очень приятным, и этот интерес будет очень приятным. Вы прям с удовольствием схватитесь и не пожалеете. Что бы это ни было, работа на кого-то, либо это собственное дело, а этот человек, значит, инвестором может выступить, либо вашим компаньоном, например. Вы никогда не пожалеете, и только благо от этого пойдет. Здесь не только рабочие отношения, но даже и дружеские в какой-то степени. Хотя, наверное, не афишируемые дружеские. Больше все-таки как коллеги, либо компаньоны вы идете. Хотя вы всегда будете чувствовать, что на этого человека вы можете положиться. А к мужчине там вы будете относиться, скорее всего, как к старшему брату, например, да, либо как к отцу. Вот с уважением будете относиться, и тепло между вами я чувствую. Но он, конечно, будет вас любить. Любите, молчать об этом. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.